Неужели Эмомали на это решился? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как после кровавых событий Эмомали Рахмон готовится к поездке в ГБАО. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Органы местной власти в Горно-Бадахшанской автономной области готовятся к приезду президента страны Эмомали Рахмона в этот регион, но некоторые жители этого региона этому совсем не рады. Точные даты поездки Рахмона в Горный Бадахшан неизвестны, но источники сообщили, что она состоится, скорее всего, в начале сентября. Если эта поездка действительно состоится, то это будет первый визит Эмомали Рахмона в Бадахшан после недавних кровавых событий. В мае-июне этого года в ходе кровавых событий в Бадахшане были убиты десятки и арестованы сотни человек. Власти назвали их членами преступных группировок. Но гражданские активисты в ГБАО говорят, что власти жестоко убили невинных людей, которые мирно выражали свой протест. 21 августа высокопоставленный чиновник одного из районов этой области на анонимных условиях сообщил, что им поступило указание из исполнительного аппарата президента полностью содействовать поездке Эмомали Рахмона в регион. Этот чиновник также сообщил, что сейчас составляется перечень объектов, которые Эмомали Рахмон должен открыть в ГБАО. Специальная комиссия составит список всех таких объектов и благоустройств, произведенных в регионе. Затем с этим списком ознакомится председатель области. И потом нам скажут, на открытии каких объектов примет участие президент, и, соответственно, мы начнем готовиться, сказал он. Вот уже на протяжении многих лет Эмомали Рахмон посещает города и другие регионы страны и участвует в открытии малых и крупных объектов, в большинстве своем построенных предпринимателями. Оппоненты критикуют такое поведение Рахмона, кроме как показухи, и не имеет она никакого смысла, вызывая только беспокойство у жителей и доставляя им неудобства. Эти критики считают, что открыть овощеперерабатывающий завод вполне можно и без участия президента, не тратя на эту церемонию нескольких месяцев. В прошлом уже несколько случаев были, когда оказывалось, что открытие новых современных предприятий было постановочным, а сами эти предприятия через некоторое время прекращали свою работу. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А на страничке администрации ГБАО в Facebook можно наблюдать, что глава региона Алишер Мирзанабот в последние дни знакомится с ходом развития и благоустройства региона. Один из жителей Рушанского района, который на днях приехал в Душанбе, говорит, что жители Рушана и Хорога не настроены идти навстречу с Эмомали Рахмоном. Если поездка состоится, люди будут вынуждены приветствовать его, но в сердцах у них нет никакой благодарности властям. В Хороге и в Рушане почти не осталось людей, чьи бы родственники не были бы убиты или арестованы, сказал он. Слова президента о том, что эти люди были обезврежены по его приказу, оказали негативное влияние на местное население. Некоторые из жителей интерпретируют задержание и похищение уроженцев ГБАО из России как признак агрессивного отношения властей к жителям этого региона. В самом Таджикистане также арестованы или допрошены десятки известных выходцев из ГБАО, некоторым из которых теперь грозят длительные сроки тюремного заключения. Как вы думаете, чем закончится эта поездка? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Как вы относитесь к правительству Таджикистана после всего происходящего? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.